70% зарплаты сотрудника работодателю компенсирует государство, причем деньги перечислят наперед. Такая мера поддержки при трудоустройстве безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения, оказалась крайне востребованной. Более 130 организаций Коми уже получили субсидию. Одна из воркутинских строительных компаний таким образом трудоустроила 14 человек. Ранее все они состояли на учете в Центре занятости. Это дополнительные субсидии, возможность привлечения новых рабочих мест, это новые какие-то дополнительные виды работ, также помощь городу, то есть мы смогли сделать больший объем работ, чем планировали реализовать. Вот. Ну и также снять финансовую нагрузку, так как данные денежные средства пошли в фонд оплаты труда. Правительством России был разработан ряд дополнительных мер поддержки работодателей, дабы снизить напряженность на рынке труда и обеспечение социально-экономической стабильности. Коми по этой программе получила из федерального бюджета больше 115 миллионов рублей. Граждане в целях повышения своего профессионального образования или получения дополнительного профессионального образования могут пройти данное обучение непосредственно на территории Республики Коми, либо в дистанционном формате. У нас на регионе работают 3 федеральных оператора. Это WorldSkills, это Томский государственный университет и Российская академия сельского хозяйства при президенте. Соответственно, путем подачи заявки через портал работы в России. Специалисты Центра занятости обработают данную заявку. Ситуация на рынке труда в Коми стабильная, уверяют в Минтруда региона. Уровень безработицы не превышает 2%. В центрах занятости зарегистрировано 5500 жителей.